За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, Юнусбек Евкуров подписал указ о награждении почетной грамоты Республики Ингушетия майора полиции Насланбека Гандарова, который, рискуя своей жизнью, предотвратил крупный теракт в сельском поселении Троицкое в 2013 году. Глава отметил, что его героизм и четкость действий спасли жизнь десяткам мирных людей. Он, зная всю опасность ситуации, разминировал террориста-смертника, тем самым дав возможность правоохранительным органам узнать информацию по грядущим действиям преступников. Юнусбек Евкуров также добавил, что о героических подвигах надо говорить, а героев надо чтить. О них нужно рассказывать подрастающему поколению. И именно с них надо брать пример. Сегодня пригласил специально, чтобы на своем уровне уже поощрить. Времени уже прошло довольно достаточно. Но, тем не менее, люди должны знать про тех сотрудников органов правопорядка, в частности полиции, которые выполняют свой долг добросовестно. И при этом иногда рискуют своей жизнью, в прямом смысле. В данном случае, который произошел с Асланбеком, это как раз тот самый есть случай. На таких людях и держится авторитет в целом полиции. И если бы в тот момент, согласно инструкции, по тому же террористу-смертнику был бы открыт огонь, он был бы уничтожен на месте, не рискуя жизнью совершенно так, минеры разминировали бы и так далее, то второго смертника, брат был этого первого, мы бы не знали, который уже более опасный был, машина, взрывчатка и так далее. И благодаря мужеству одного сотрудника, который сам, рискуя жизнью, разминировал этого смертника, и после этого этот смертник дал показания про машину, про все. И в итоге нам удалось предотвратить крупный теракт. Да, один сотрудник погиб, остальные получили увечья, ранения. Но, тем не менее, нам удалось предотвратить крупный теракт уже в местах массового пребывания людей, в населенном пункте. Что жертв было бы, конечно, гораздо больше. Это не слова, это не придуманная сказка, это реальная вещь, реальная. Вот товарищ Гандаров Асланбек Хасанович именно является тем сотрудником полиции, который совершил этот подвиг. Поэтому тебе спасибо, Барахмалдия Алиасхол. Я вышел на улицу, посмотрел в правую сторону, метров 30 от ОВД, стоял человек, нацеленный автомат в нашу сторону. Я к нему подошел, я дал команду своим ППСникам, чтобы ни один не шевелился, чтобы не стреляли, пока я не разберусь. Около часа я его уговаривал. Потом, когда я к нему подошел, он мне сообщил, что я до метра, когда подошел, что у меня пояс смертника внутри. Я расстегнул куртку, посмотрел, там большая бандура у него была. Я дал команду своим ребятам, чтобы ни один человек ко мне не подходил. Взял его за руки и метров 30 от ОВД отвел. Там рядом военкомат и стенка жилого дома. Туда завел его, я там держал его около часа. Я его попросил, я говорю: Асланбек, давай, я говорю, я тебе пояс сниму. Он говорит: не надо, говорит, мы говорит, оба взорвемся. Я другого выхода не видел. У него шприц висел на левой стороне, и внутри спрятанная от ртути у него. Программа была, что если даже оружие коснется, он мог в любой момент взорваться. Я его к стенке поставил потихоньку, посмотрел, секретка есть, нету. Я вроде там второй запала не увидел, и потихоньку я с него снял разгрузку, и там же, где мы сидели, там положил. И его в ОВД отвел, все. А что случилось? А потом, когда я задал ему вопрос, как ты сюда попал, с автоматом в руках, он мне сообщил, что со мной, меня привез якобы его двоюродный брат на белой машине. В этой машине находится 200-килограммовая бочка, и он передвигается в поселковый отдел полиции сельского поселения Нестеровское, чтобы взорвать данный отдел. Я быстро набрал номер телефона туда, доложил начальнику РОВД и дежурному, сказал, что едет белая семерка под госномером 822, что этот человек обколотый, он может в любую минуту взорваться. И данную информацию они уже, потом уже в процессе, они уже отработали ее, он уже спрятался в лесополосе, стоял, когда они подъехали к нему, он взорвался. За судьбой Мачкаева я следил, я лично пошел в суд, попросил судью, чтобы они его не осудили. Реально, чтобы срок не дали ему, так как, во-первых, он был больной, во-вторых, он меня послушался, и пояс снял, и автомат положил, где все, что я говорил, он все сделал.
Иначе там в любом случае смерти не избежать было. Я в любом случае погиб бы. Про остальных уже и речи не должно.